Дошли до пузыря, он не очень большой прям, оказывается. Сидеть с ножом в течение месяца, по вечерам, перед камельком, наше ружье и вот наша добыча. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас музей зимних рецептов, и мы начнем сперва, с разделки рыбы, налима, сойлыгар. Он нам нужен для изготовления традиционного якутского лука, восточно-сибирского типа, который очень хорошо распространен у нас в республике. Если вы видите вот как раз в музеях луки, окса, то как раз мы их будем реконструировать. И для чего нам нужна рыба? Мы из этой рыбы будем делать клей. Точнее, не из самой рыбы, а из его плавников, может быть, части головы и шкуры. Так в старину делали. Это один из самых распространенных, методов изготовления столярного клея. Этот клей до наших дней очень хорошо используется. Для начала нам надо, скорее всего, отрезать все плавники, отделить кожу от туши. Я вместе с вами в первый раз делаю данный процесс, и из этого строго не судите. Вот, как раз полностью, половину отделили. Почему именно налим? Потому что рыба большая, и издревле, скорее всего, люди использовали эту рыбу для получения клея. Кожа у него очень хорошая, плотная, подходящая. Очень много клеящих элементов у него получается. И мы будем добывать именно клей из этой кожи. Также самый ценный клей, наверное, для столярного дела из рыбьих, это у нас из осетра. Осетр, как мы знаем, добывать запрещено. Из него получается самый лучший клей. Правда, из осетра делают только из пузырей плавательных. Из этого еще расход рыбы очень большой. Примерно там из пары тонн осетров можно раздобыть килограмм клея, если так рассчитывать. Вот так чистим, чтобы мяса не было в она нам совсем не нужна. Также известно то, что из кожи рыбы, еще крупных рыб, можно делать, известно, что предки делали одежду. Она очень хорошо ценилась именно северными жителями, так как одежда из кожи рыбы, она не мокнет. Она очень хорошо подходит, если ты зимой промокнешь, то она быстро высыхает и не впитывает воду. Вот, разделали полностью, отделили кожу от тела и плавники, и осталось самое главное. Мы должны найти плавательный пузырь. Скрываем брюхо. Вот он как раз находится. Дошли до пузыря, он не очень большой прям, оказывается. Чисто пузырь, из него, говорят, получается самый лучший клей. Пузыря у нас вышло столько, не так много, но все равно получилось, как вы видите, не так густо, не так много. И из этого мы решили уже также добавить немножко кожи и чешуи уже чира. Чир — это сейчас один из таких самых распространенных продуктов, наверное, рыб, так как сезон строганины начинается. Тоже чутка очистим от мяса. Там не должно быть, вообще мяса не должно быть. С этой кожей у нас поделились друзья, сейчас у всех Якутии, наверное, дома есть очень много кожи чира. Можешь не выкидывать и делать клей. В старину еще, если про клей говорить, то в царское время у нас в Якутии, конечно, добывали очень большое количество рыбы.
на экспорт туда, в центральную часть России, в Сибирь отправляли именно такие речные виды рыб. Ну и наряду с ним также еще шел на продажу клей рыбий, который тогда, можно сказать, делали почти в промышленных масштабах, в больших количествах. Добавляем желательно побольше кожи, разных субпродуктов, потому что чем больше рыбы, точнее кожи, то чем у нас получится гуще клей. А клея у нас надо много. Достаточно будет такого количества кожи у нас. Ну и включаем уже у нас печку нашу. Главное, чтобы огонь был самый минимальный, чтобы он вообще даже не смог вскипеть, так как коллаген у нас начинает разрушаться уже больше 80 градусов. Ну, если у вас есть сувид, то в сувиде поставьте 80 градусов, и как раз у вас получится идеальный рыбий клей. Ну, таким образом вот рыбу увариваем, эту жидкость, чтобы чуть-чуть осталось воды, совсем чуть-чуть, там миллилитров 100-150. И как раз это у нас уже будет готовый клей. Потом высушиваем, ну и дальше посмотрим, получится ли у нас или нет. Ну, ждем. Ждать придется у нас очень долго. Прошло около получаса. Ну вот, вначале надо убрать пену. Она нам абсолютно не нужна. Ставим на самый маленький огонь. Видим, уже кипит. Ну вот, желательно убираем всю пену. Она в дальнейшем только мешаться будет. Пена у нас вышла не так-то уж много, оказывается. Ну и мешаем. Кожа уже размягчала, даже вот кожа налима, вот так легко уже, вот ложкой можно резать, так скажем. Еще ждем. Ждать придется сегодня долго. Вот смотрите, во что все превратилось. Прошло очень-очень много времени. В часах мы уже не можем сказать. И вот, ну, сейчас активно перемешиваем, чтобы все очень хорошо ушло в воду. Мы ее уварили, ну так, воды стало 3 раза меньше, кажется, потому что больше половины было. А сейчас уже прям только дно закрывает. Консистенция уже похожа на кашу. Но мы сейчас процедим его. Чуть-чуть подождали. Вот посмотрите пока, сколько у нас получилось. Сейчас вывалим все это содержимое на тряпку, чтобы отсюда аккуратно все выдавить. Главное быть осторожным, как-никак все это добро очень оказывается горячее. Подождем, пока остынет. Смотрите, очень горячая. Консистенция очень густая и к рукам липнет. Самое главное, клейковина уже есть. Вот можете посмотреть, как клей действует уже. Ну, рука друг к другу прилипает. Притом достаточно неплохо для самодельного клея. Посмотрим дальше, что будет. Скорее всего, перельем сюда и будем уваривать его тут же. Ну что, посуда уже. Жидкости у нас немного. Вот, посмотрите, что получилось. Тут пара чешуек попала. Тут примерно вот так. Что берем, ставим на самый маленький, ух ты ж, самый-самый минимальный огонь. Вот мы наблюдаем уже, клей вот сверху начинает остывать, так как температура воздуха не сильно горячая. Вот есть наш клей.
которую мы делаем. Чуть-чуть еще дальше уварим, где-то час, может 2 нам понадобится для увеличения концентрации клея. Прошло еще больше времени, очень много времени. Вот, половину уже уварили, осталось только половина уже нашего клея, как раз уже, скажем, правильная консистенция, очень густая жидкость, и мы уже полностью включаем газ и ждем до завтра. Примерно 12 часов она должна настояться, превратиться в твердую массу уже, клей сам по себе. Замешиваем все, чтобы растворилось то, что сверху у нас остыло и высохло. И завтра проверим, каков же у нас клей уже в действии. Идет 3-й день съемок, и посмотрите, вот наш клей уже полностью готов. Смотрим, во что он превратился, полностью высох и довольно твердый. Клей очень хороший, так как мы не смогли отодрать из миски. Это говорит о том, что клей имеет даже адгезию с металлом. Приступаем к следующей части. Это производство лука. Лук мы будем делать из лиственницы, титмоста. Ну, лук непростой, как мы представляем, не тот лук, который мы в детстве обычно делали, а многосоставной, клееный лук из дерева. Ну, вначале мы расщепляем как раз вот эти доски на досечки примерно с толщиной 2 мм, 2-3 мм. Попрошу отойти. Ну вот, первая дощечка пошла. Многосоставной, но он имеет большую силу, потому что плечи плоские, широкие. Сила натяжения у него будет больше. Может достигать около 20 килограммов. Это если у нас все хорошо получится. Ну, такие луки как раз использовали в Якутии, да вообще во всей Сибири. Это один из самых таких хорошо распространенных луков. В современном мире эти луки известны как либо восточно-сибирские, монгольские. Также еще есть похожая венгерская технология производства луков. Ну, так скажем, такие луки распространены по всему миру. Ну, есть, конечно, другой вид луков. Это вот из прямой палки, но при помощи них целиться довольно трудно. А вот такие луки как раз довольно удобны в стрельбе. Воины использовали часто. Ну и в Якутии, если вы ходили в музей, то хорошо знакомы как раз с такими луками. У нас в Якутске большинство в музеях они стоят. Берем уже следующую доску. Дальше уже подготавливаем наши дощечки. Берем самые аккуратные из них и делаем из них абсолютно плоские для дальнейшего склеивания пластины деревянные толщиной 2-3 мм. Ну, от толщины этих дощечек зависит натяжение нашего лука. Ну, чем толще, чем лук будет натягиваться туже, килограммов будет больше, чем сильнее будет лук. Идет 2-й день у нас того, как мы начали делать лук. Ну, как видите, уже почти все готово. Видите, вот заготовки, 4 пластины, 2 плеча и основная часть, откуда будем держать. Ну, как сказать, вначале признаемся, то, что мы использовали уже немножко современные технологии, пилу. Мы лобзиком распилили все, потому что это бы заняло у нас гораздо больше. Может быть даже неделю, может быть больше.
В старину, если посчитать, они могли просто вот сидеть с ножом в течение месяца, по вечерам, перед камельком, вот так вот спокойно, медитативно все это делать, так как у них, во-первых, интернета не было, занятий-то особо немного, солнце заходит, работа останавливается, и в это время как раз люди занимались рукоделием, так скажем. А у нас время поджимает, все-таки у нас была только неделя, 2 дня или 3 дня заняло у нас изготовление клея, лук столько же времени занял, ну еще надо же раздобыть что-нибудь луком, и тоже еще это надо почитайте. И вот, таким образом мы довольно короткое время управились, все это будем склеивать. Ну, процесс сейчас дальше довольно простой, но надо быть аккуратным и не делать никаких лишних движений. Это вот так очень просто наносим клей. Главное клей, ну, не жалеть и не перестараться с количеством клея. Это, скорее всего, самое важное. Потому что если слишком много будет, то он, все равно вылезет по краям. Просто мы больше клея потратим, если слишком много будет. Также еще надо отметить, что клей очень приставучий, липкий. Он пристает ко всему. Так что будьте осторожны, если делать будете такой клей. Кто-нибудь, если захочет попробовать. На вид качественный. На вид очень качественный. Ну, клеющая способность его мы уже сами, так скажем, проверили на практике. Она хорошая, так скажем. А в старину просто могли взять вот так вот любую веревку. Самое главное, чтобы она была плотной. Берем, отрезаем кусочек. Так мы натягиваем. Вот данный метод тоже довольно неплохо скрепляет вещи друг к другу. Ну, все понимают, что это очень просто. Может показаться даже вначале глупо, но этот метод тоже неплох. И вы только посмотрите, у нас, кажется, все очень хорошо получается. Как видите, он похож на лук. Это уже хорошо. То, что он похож на лук. Пока это самая главная хорошая новость для нас. А вторая хорошая новость, клей уже схватился. Мы немножко пытались все сдвинуть, но у нас это не получилось. Это вторая хорошая новость. Третья, хорошая новость будет уже завтра для нас, если это лук у нас будет стрелять. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы стягиваем плечи, потому что щель осталась, эту щель надо закрыть. Такой знаменательный момент. Берем и ставим сухое место. Это самое главное требование. Именно сухое место. Влажное не надо, потому что клей не схватится, он вообще как бы останется липким. А вот хорошее сухое место клею никогда не помешает. Если у вас из края вытекает клей, там какие-то излишки выходят, какие-то сопли, не надо огорчаться, это наоборот хорошо, потому что это говорит о том, что все лишнее пространство у нас заполнено. Мы зашли в самое теплое место нашего музея, самое сухое место, и тут оставим, туда пойдем. Идем, ставим на прямую поверхность, чтобы еще, если клей жидкий, лук не повело, желательно, чтобы он был прямым. У нас были столы, если не ошибаемся. Сюда.
оставляем до завтра наш лук высыхать. Надеюсь, его никто за ночь не сломает. Прошли ровно сутки. Вот, как видите, ну, клей схватился, скорее всего схватился. Мы точно не знаем. Ну, как и у производственных клеев, надеемся у них, что время схватывания примерно сутки. Ну и с вами вместе мы уже снимаем все струбцины. Все происходит в прямом эфире. Все неудачи вы все равно увидите. Если не получится, конечно, не будем сильно огорчаться. Все-таки эксперимент есть эксперимент. Может произойти все. Ну, как вам сказать? Мы очень надеемся, что лук у нас получился. Ну, все держится. Это уже хорошо. Вот. Ну, еще ничего, как сказать. Клей абсолютно высох. Он твердый, как пластик. Он должен быть немножко текучий. Вот, ну, примерно вот так должно выглядеть. Это просто рабочий вариант. Мы сейчас попробуем стрелять. Если будет стрелять, конечно, мы в дальнейшем его полностью обработаем. Обработаем маслом, чтобы выглядело красиво. И чтобы, ну, все торчащие вот эти части, все углы уберем. Улучшим эстетическую сторону. А пока, ну вот, излишки дерева мы протерли. Так, чтобы не порвало тетиву. Ну, тетиву, к сожалению, мы будем делать из самой обычной веревочки, бечевки, так скажем. Ну, у него, если в 3-4 слоя провести тетиву и обмотать друг об друга, то, скорее всего, получится. Ну, старину делали, как мы, ну, по книгам узнали вот недавно, это была кожа, использовали наши предки для этого плотную кожу. Пока делаем вот так и прицеливаемся. Вот примерно столько бечевки нам будет нужно. Кожу, к сожалению, мы не используем, потому что мы нашли его, ну, по приемлемой цене в городе в Якутске. Оказывается, уже не продается в данное время в лоскутках. Ну, раньше можно было, если купить от хода производства, то сейчас уже нет. Ну, и еще одна из причин, почему кожу не используем. Если свежую кожу брать, то она будет растягиваться, рваться. Ну, в общем, она будет непригодной. Но в будущем обязательно. Ну, в будущем, да, мы обязательно, конечно, найдем. Сейчас сроки поджимают. Сроки поджимают, мы уже прошлой неделе вот этим занимаемся. Работа уже стоит, так сказать. У нас еще есть своя другая работа, музейная. Но, к сожалению, его пока приостановили из-за съемок ролика. Они заняли у нас уже довольно большое количество времени. Но самый ответственный момент, самый такой момент истины, мы сейчас узнаем. Либо у нас клей не выдержал, но, к сожалению, у нас лук не получился. Ну, как и ожидалось, да, мы чутка поторопились вчера. Тут не соблюли, оказывается, как сказать, структуру дерева. Что-то привело. Дерево само сломалось, да? Не плечи сломались, а именно дерево сломалось. Это вот середина. Ну, еще раз попытаемся как-нибудь этот лук починить, восстановить. Ну, надо было по структуре, конечно, использовать дерево, чтобы дерево было изогнутым в таком положении, чтобы структура была прямой. Вот плечи, единственное прямое место у нас в этом луке, это его плечи. Ну, тут было его слабое место, видите, вот точка цепления у него, ну, минимальная, так скажем. Не структура, вот волокна дерева идут до сюда, а, ну, какая-то его часть. Вот, как мы видим, тут она прямо идет, а вот туда вообще куда-то в бок ушло. Вот волокна дерева. И, ну, бывает, на этом не остановимся. Конечно, еще попытаемся сделать. Но мы очень надеялись, что это лук у нас получится. Ну, слава богу, не плечи сломались. Его можно пока еще восстановить. Ну, мы середину как-нибудь отклеим. Слава богу, клей
поддается отклеиванию. Кстати, вот этот да, клей рабочий. Вот видите, вот не тут порвалось и склеено, а именно клей выдержал, пока нагрузку, ну нагрузка там была килограмм 1,5, кажется, я еще не сильно нажал. Ну вот, ну время покажет. Еще раз попробуем сделать, если попробуем, еще раз опубликуем. Ну вот, ну теперь момент истины. Для чего мы делали лук? Лук мы делали, чтобы охотиться на белок. Ну вот мы переместились в наше ружье и вот наша добыча. Ну, мы переместились в наш лекторий, где мы обычно чаще всего готовим. Ну и что мы сегодня будем готовить? Мы готовим белки. И почему же спросите именно? Ну, якуты же не кушают белок. Ну, кушали, оказывается, издавна, потому что белки у нас добывались в очень большое количество. Потому что белки это у нас ценный источник меха. Налог после присоединения в состав русского царства якуты платили как раз пушниной, и какая-то часть пушнины шла как раз в виде белок, в виде шкур белок. И куда девали мясо? Ну, не выкидывать же. Притом довольно большие, хорошие белки. Их могли кушать, и их кушали. Сейчас в данное время по территории Якутии, ну, кушает, где растет кедр. Именно почему именно ленские кушают, и валюкми только кушают белок. Они питаются там ну, довольно хорошим. У них хорошее пропитание, они питаются кедром, и это один из причин, почему именно там это сохранилось. У них вкус другой, как люди, попробовавшие, говорят. Ну, наша белка из Ленска, благодарим за это нашу бывшую коллегу Лену Васильеву, ну и самое главное ее брата, который для нас уже освежевал, убил, самое главное, этих белок. Он сам охотник, ну и отправил нам из Ленска. Издалека, вот сколько там, 1000 с чем-то, наверное, километров. Эти белки преодолели путь, ну и что показаться в нашей рубрике. Ну и просто, как мы будем готовить? Мы белок будем готовить, как мы думаем, в старину кушали охотники. А как охотник? Ну, человек усталый, пришел с охоты, ну и он что будет делать? Он не будет все это добавлять в духовку, потому что в избушки охотника духовки нету. Ну, мы просто посолим наш бульон и попробуем мясо. Ну, теперь осталось только ожидать. Мы добавили холодную воду, чтобы просто ускорить процесс. Ну и добавляем определенное количество соли. Соль по вкусу, кто сколько хочет добавить, ну, добавим примерно чайную ложку соли в воду. Потом еще по приготовлению чуть посолим, чтобы мясо вкуснее было. Можете что угодно добавлять, потому что наши коллеги, которые все это раньше пробовали, говорят, что можно приготовить как и жаркое, как и суп, уже с картошкой, разными вариациями, как вы хотите именно с вашими вкусами компонента. Ну, готовится долго, как именно дичь. Если мало готовить, она, конечно, приготовится за полчаса, но мясо будет жесткое. И из-за этого мы примерно 1,5 часа будем готовить наших белок, чтобы мясо более-менее стало мягкой. Вода закипела, ну, ждем 1,5 часа, она только-только закипела. И перейдемте опять обратно к нашему луку, ну, к нашему бедному луку. Ну, так как у нас лук не получился, мы не смогли вам показать стрелы. Стрелы мы даже не сделали, так как у нас была все равно мысль, что все это сломается. И вот, как добывали именно белок. Ну, уходит миф, что белок стреляли в глаз, там разные такие теории. Ну, самое главное, вы можете увидеть все это в музеях, в учебниках, в книгах, в интернете можете найти. Именно были такие специализированные стрелы для пушнины. Ну, так скажем, стрелы с гуманизатором, такими толстыми наконечниками, либо из дерева, либо из кости. Для чего они делались? Ну, вы знаете, да, пушнина, что это такое? Это ценный мех, довольно дорогой. Чтоб его не портить, наши предки придумали вот как раз эти наконечники. Это, такая вот здоровенная, вот такого размера костная или деревянная накладка пролетает в такую маленькую белочку. Как думаете, что происходит? Вот стрела летит довольно сильно и быстро, и она не портит кожу, но убивает дичь. И таким образом эта стрела без вреда для кожи добывали этой стрелой белок. Это все вы можете, вот, как я уже сказал, видеть в музеях. И вот, дальше мы, конечно, этот лук обязательно восстановим, сделаем, слава богу, не дерево. Основная часть, не самая трудная часть сломалась.
плечи у нас целые, где мы потратили больше 2 дней, а ему сломалась середина. Середина это у нас была сделана на скорую руку, как вы видите, вот лобзиком мы порезали, но мы возьмем уже дерево с цельной структурой, чтобы такого уже больше не повторялось. Ну и самое главное, надо сказать то, что клей пока держится не на месте склеивания, лук порвался. Ну и к тому времени может и кожа лететь. Помимо составного? Ну и, кстати, да, помимо составного еще использовали охотничий лук, так называемый. Ну, это лук на скорую руку. Все мы видели этот лук в детстве. Все парни начали, наверное, свою лучную карьеру с этих луков. Это просто палка, привязанная веревкой. Как бы с него можно стрелять. Натяжение у него, ну, конечно, 5-10 килограмм, но все-таки она может как раз убить белку. Ну и в учебниках, в музеях тоже вот часто встречается то, что в музеях этнографы видели такие луки, и они называют как раз такие луки охотничьими луками. Ну, они распространены по всей Якутии. Прошло ровно 1,5 часа, ну, готово, так скажем. Как нам сказали, 1,5 часа достаточно. Достаем, кладем, можно бульон даже употреблять, кажется, запах довольно приятный. И вот, ну, одну уже так достаем, ну и самого мясистого места забираем. Мясо достаточно уже мягкое, вот, как видите. Запах хороший. Запах вкусный. Так, суставы разделим. Ну и так. Кусочек попробуем. Очень горячо, чуть-чуть подсаливаем для вкуса. На этот раз немножко остудим. В прошлый раз после колбасы у меня язык 2 дня болел. Вкусно, даже неожиданно. Что такое? Напоминает, ну, мясо утки для меня. Ну, сейчас дадим попробовать опытным людям. Рекомендую для готовки уже, ну, как можете видеть, жаркого, с картошкой. Он очень хорошо подойдет, с лучком там, с травами, с зеленью. Ну и приятного аппетита. Советую попробовать. Ну, желательно, конечно, не с парка у нас, а с Ленского района или с Алекумы, где они как раз питаются уже ну, семенами, так, хорошим растением. Наши уже плохо питаются возле города Якутска. Не экологичные. Ну, всего хорошего, приятного аппетита. Мозги ищем где? Мозги ищем. Самая деликатесная часть в организме белки – это мозг. Нет, я знаю. Вообще красота. Не знаю. Детство, ты куда ушло?